Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – приставки и суффиксы. Выучите скороговорку. На траве трава, не руби дрова, на траве дрова. Главная часть слова – это основа, то есть корень, а изменяемая часть слова – это окончание. Что такое корень? Корень – это общая часть однокоренных слов, в которой передается их основное значение. Что такое окончание? Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении и образует форму слова. Читаем вместе, ребята. У, за, пере, вы, до. Это что у нас? Читаем. Уходить, заходить, переходить, выходить, доходить. Что такое приставка? Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Образует однокоренные слова. Однокоренные слова образуются с помощью приставок и суффиксов. Ребята, давайте придумаем новые слова от слова «бежать». Добавим приставки «до», «пере», «в», «с», «от», «про», «у», «в», «по», «из». Добежать, перебежать, вбежать, сбежать, отбежать, пробежать, убежать, выбежать, побежать, избежать. Что такое суффикс? Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Например, игра – игрушка, теплый – теплица, горох – горошина и образуют однокоренные слова. Давайте сыграем в игру. Игра называется «Побудь волшебником». Образуйте новые слова. Нос, носик, дом, домик, хвост, хвостик, стол, столик. Молодцы, ребята! А сейчас, ребята, мы поработаем над упражнением. Откройте страницу 67 и упражнение 147. Здесь в упражнении написано, что мы должны образовать слова с суффиксом «ок» или «ик». Дальше напишем словам, выделим суффиксы. Устно сравним слова без суффикса и с суффиксом и напишем, какой оттенок внес суффикс в смысл слова. Читаем вместе. Дуб, дубок, ветер, ветерок, гриб, грибок, шар, шарик, мяч, мячик, мост, мостик, куст, кустик. Суффикс «ок» внес уменьшительный признак. Давайте разберем слова по составу. Возьмем слово «посадка». Нужно найти окончание. Для этого нам нужно изменить слово по числам, падежам и временам и определить его изменяемую часть. Это и будет окончание. Дальше. Выдели основу. Основа – это все слово без окончания. Например, в нашем слове «посадка» окончание «а». Значит, все остальное – основа. Найдем корень. Для этого нам нужно подобрать несколько однокоренных слов и выделить их общую часть, то есть корень. Например, пересадка, подсадить, посад. Общая часть – это сад. Значит, это корень. Найдем приставку, то есть часть слова, стоящую перед корнем. Для этого сравни данное слово с однокоренными словами с разными приставками и без приставок. Например, отсадить, пересадить, отсадить. То есть в нашем слове посадка по это приставка. Найдем суффикс, то есть часть, стоящую после корня, перед окончанием.
Для этого подбери несколько однокоренных слов с разными суффиксами или без. Например, посадка, посадник, посадчик, присадить. Суффикс «к». И последнее – проверить, все ли части слова выделены. Домашнее задание. Страница 68, упражнение 149. Образуй от данных слов однокоренные слова с помощью суффикса «ик» или «к». Напиши и выдели части слова. Образец: дом, домик. Все, ребята, на этом наш урок закончен. До новых встреч!